Жена Идриса Хасана, который находился в заключении в Марокко в течение 2 лет, по просьбе Китая публично призвала: «Марокко приняло решение о репатриации моего мужа в Китай. Не позвольте ему быть отправленным на смерть». Уйгурский турок Идрис Хасан, проживающий в Турции с 2012 года и направлявшийся в Марокко из Стамбула по туристической визе 20 июля 2021 года, был задержан в Касабланке по запросу Китая. Идрис Хасан, задержанный из-за красного бюллетеня, о нем выпущенного китайской стороной, по-прежнему содержится в центре репатриации в Марокко, несмотря на то, что красный бюллетень был удален после того, как стало известно, что он невиновен. Всемирный уйгурский конгресс провел выставку о геноциде в Праге, а также обсудил геноцид уйгуров в чешском парламенте. В рамках плана Всемирного уйгурского конгресса по распространению информации о геноциде уйгуров среди широких масс в столицах европейских стран 19 июня в Праге началась выставка о геноциде уйгуров. 20 июня президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса прибыл в Прагу и провел ряд мероприятий, связанных с уйгурами, в чешском парламенте, который 3 июня 2021 года признал геноцид уйгуров. Турецкие адвокаты членов семей жертв лагерей, которые насильно удерживаются в концлагерях Китая и до сих пор не могут общаться, ранее подали подробное заявление в Совет ООН по правам человека и другие соответствующие механизмы ООН в отношении геноцида в Синьцзяне. В резолюции, объявленной ООН, сообщалось, что в делах Тасиниса Имина, Дильшада Оралбая, Нигмета Химита миллионы уйгурских турок были заключены в так называемые лагеря перевоспитания в Китае, а китайские власти обнаружили систематические и серьезные нарушения международных и универсальных основных прав уйгурских тюрок. Был также сделан вывод о том, что Китай дискриминирует людей по национальному признаку на том основании, что те, кто был брошен в концентрационные лагеря, являлись уйгурскими турками и мусульманами, что нарушает статью 2 Всеобщей декларации прав человека. По возражению члена хорошей партии Кюршада Зурлу на вчерашнем заседании парламентского комитета по иностранным делам, соглашение с Палестиной, направленное против уйгурских турок, было снято с повестки дня комиссии. Депутат Анкары Кюршад Зурлу, член хорошей партии, возражал против меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обучения сотрудников правоохранительных органов между правительством Турецкой Республики и правительством государства Палестина. Зурлу в своем выступлении в комиссии напомнил, что президент Палестины Махмуд Аббас идентифицировал уйгурских турок с терроризмом во время своего визита в Китай и выступил против обсуждения меморандума о взаимопонимании в комиссии. В то же время посольство Палестины в Анкаре заявило, что президент Палестины Махмуд Аббас не делал никаких заявлений относительно уйгурских турок. 19 июня Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал международное сообщество политически поддержать планы комиссии ООН по правам человека открыть офисы в Китае и Индии. Будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, Китай имеет один из худших показателей в области прав человека. В отчете Атлантического совета и Rhodium Group говорится, что санкции против Китая в результате возможного китайско-тайваньского конфликта могут нанести мировой экономике ущерб в размере $3 триллионов.